В эфире информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Абхазия готовится к новому курортному сезону. Совещание под руководством президента. Отдельные ограничения сняты. Многооборотную тару можно вывозить. О Максиме Горьком в Адзюбже. В Абхазии проходит мероприятие к 150-летию русского писателя. Итогам курортного сезона 2017 года и подготовке к новому было посвящено расширенное совещание, которое провел президент Абхазии Рауль Хаджиба. Для привлечения туристов необходимо в первую очередь решить вопросы безопасности, повысить качество услуг, а также улучшить санитарные нормы объектов общепита, отмечалось на совещании. Все подробности у Ирины Аршба. Ежегодно подобные совещания проводились в городе-курорте Гагра. Но с этого года совещания о подготовке к началу курортного сезона будут проводиться в столице нашей Родины, отметил глава государства, открывая встречу. Я думаю, что пора нам подумать о том, как охватить более качественно все регионы Абхазии. Все районы должны быть задействованы, и все должны активно вовлекаться и сами активно участвовать в этом процессе. Министр по курортам и туризму Автандилгардский рассказал об итогах курортного сезона прошлого года, отметив, что по сравнению с предыдущими годами он был не таким удачным. Связано это как с объективными, так и с субъективными причинами. Среди объективных – погодные условия, негативные события, имевшие место в селе Приморское, открытие турпотока в Турцию и Египет. Среди субъективных – слабо развитая инфраструктура, отсутствие высококачественного сервиса, а порой недопустимое отношение к туристам. Коллеги, цифры, безусловно, нужны. И они нужны для того, чтобы сравнивать и ориентироваться в дальнейшей работе. Но на самом деле не на цифры мы должны ставить акценты, а на том, как мы принимаем туристов и делаем ли все от нас зависящее. Первое и главное, что мы должны понять, что стали жить в условиях жесткой конкуренции. Не только между фирмами, но и странами. И что мы в этом соревновании занимаем не лидирующие позиции. С какой бы точки зрения мы ни рассматривали туризм, рекреационной привлекательности, природного и культурного наследия, экологического направления, туризм в конечном итоге это бизнес. Мы продаем свой продукт, продаем те услуги, которые предлагаем туристу. В этой конкурентной среде чей продукт лучше, у того и будут покупать. У кого безопаснее, дешевле, качественнее, чище, у кого еда лучше, у кого уважительнее относятся к туристу, к тому и будут приезжать. Опыт показал, что к курортному сезону надо готовиться заранее и сообща. За каждым министерством и ведомством закреплены конкретные мероприятия, которые они должны провести в определенные сроки, подчеркнул министр. На данный момент в республике 360 объектов размещения с количеством мест более 23 тысяч. Начиная с границы ПСО, необходимо по максимуму благоустроить территории. Наличие дорожных указателей, более упрощенная регистрация иностранных граждан, оснащение необходимым оборудованием и инвентарем пляжей и зон отдыха, жесткий контроль деятельности объектов общественного питания и торговли, обеспечение в летние месяцы более интенсивной работы общественного транспорта, частое проведение культурно-массовых мероприятий. Список первоочередных задач довольно внушителен. Но все это возможно реализовать при совместной и, главное, слаженной работе, подчеркнул Автандилгардский. С докладами также выступили министр внутренних дел Гари Аршба и замминистра здравоохранения Мактина Лакирбая, которые рассказали о готовности ведомств к началу курортного сезона. Как сообщил Гари Аршба, сотрудники ГАИ теперь будут оснащены видеорегистраторами, и все нарушения с их стороны будут фиксироваться. Мы хотим закупить видеорегистраторы, которые будут оснащены все сотрудники патрульно-постовой службы, все сотрудники патрульно-дорожной службы, которых будут у каждого сотрудника закреплено на груди. Вся эта фиксация будет вестись в онлайн-режиме, и все они будут подконтрольны. Поэтому все нарушения с их стороны будут фиксироваться сотрудниками управления собственной безопасности. Мактина Лакирбая рассказала о готовности станций скорой медицинской помощи и медицинских пунктов к приему большого количества людей во время курортного сезона. По ее словам, чтобы иметь возможность своевременно и квалифицированно оказать медицинскую помощь, необходимо обеспечить учреждения дополнительными штатными единицами и не только.
С целью оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи во время курортного сезона необходимо обеспечить приемный покой стационаров дополнительными штатными единицами, медикаментами и расходными материалами. Особое внимание необходимо уделить инфекционным стационарам. Усилить работу станций скорой медицинской помощи дополнительными бригадами, а также усилить работу государственной санитарной службы. В завершении совещания президент отметил, что в республике с каждым годом расширяется ареал туристической активности. Задействуется все больше городов и районов. Туристическая сфера приносит большие средства в бюджет. В то же время на имидж и бюджет республики влияет большое количество товаров, завозимых из Грузии, подчеркнул глава государства. Между тем, по словам президента, предложение о введении таможенных платежей на границе с Грузией воспринимается отрицательно. Рауль Хаджимба коснулся и вопроса диких животных и птиц, используемых в туристическом бизнесе. Глава государства отметил, что это не только негуманно по отношению к животным, но и опасно для людей. Президент особо подчеркнул необходимость решения вопросов безопасности и дал поручение МВД не останавливать без серьезных причин транспортные средства с российскими номерными знаками. Рауль Хаджимба отметил, что все, что делается в экономике, связано с туристической сферой. Без работы аграрного, транспортного и энергетического сектора невозможно обеспечить высокий уровень туризма. В первую очередь, конечно, все то, что делается, особенно в части экономики, касается и туристической сферы деятельности, от которого зависит положение дел и в бюджетной сфере. К этому направлению тесно привязаны аграрный сектор, транспортная составляющая, энергетика, а также, что немаловажно, это касается и нашего с вами имиджа. Туризм должен стать важной сферой жизнеобеспечения для нашего государства и деятельности наших граждан. И должен способствовать эффективному развитию экономики и социальной сферы. Как особо серьезную проблему в сфере туризма глава государства выделил сокрытие прибыли. В парламент переданы законопроекты по специальному налогу, патенту, курортному сбору, направленные на улучшение ситуации в этой сфере, отметил Рауль Хаджимба. По поручению президента во всех крупных туристических объектах должен вестись мониторинг посещений, а правительству Абхазии поручено обеспечить взаимодействие туристических объектов с объектами общественного питания и местными сельхозпроизводителями. Ирина Аршба, Леон Адлиба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В результате переговоров с российской стороной удалось снять ограничения на ввоз в Россию из Абхазии многооборотной тары и древесно-упаковочного материала. В настоящее время решается вопрос снятия ограничений для отдельных тепличных хозяйств, которые ориентированы на российский рынок. Об этом было заявлено в ходе совещания, которое провел премьер-министр Беслан Барцец. На совещании были подведены промежуточные результаты работ по борьбе с мраморным клопом и выработаны дальнейшие шаги по уничтожению насекомого-вредителя. 10 дней прошло с начала активных работ по борьбе с мраморным клопом. По словам министра сельского хозяйства Даура Тарба, уже есть результаты, и они обнадеживают. Собрано более 800 килограммов насекомых, уничтожено намного больше. Сейчас самое главное – не снижать активность и продолжать сбор насекомого вредителя. В полном объеме все необходимые мероприятия проводятся. Практически в усиленном режиме все группы работают, главы администрации осуществляют контроль. Мы с комиссией российской практически каждый день или через день бываем на местах, и они приятно удивлены, что на самом деле масштабы борьбы против мраморного клопа практически охвачены на всей территории Абхазии. Как было сообщено на совещании, благодаря переговорам между Госслужбой по карантину растений и руководством Россельхознадзора удалось снять ограничения на провоз многооборотной тары. На данный момент решается вопрос снятия ограничений для отдельных тепличных хозяйств на вывоз сельхозпродукции из Абхазии в Россию. Мы с представителями Россельхознадзора разработали рекомендации, предписания, которые будут сегодня переданы всем руководителям тепличных хозяйств. Они собираются у меня сегодня в 12 часов. Там около 11 пунктов. При выполнении вот этих всех пунктов мы тогда приглашаем представителей Россельхознадзора
и с инспекторами государственной карантинной инспекции будут проводить осмотр. Я надеюсь, в этом случае будут сняты ограничения, имеется в виду отдельные хозяйства, которые очень страдают от тепличных хозяйств, которые у нас имеются в Новочемчирском районе и Пицунде. Аркадий Джинджия также сообщил, что благодаря помощи Российской Федерации в республику будет завезено оборудование для специальной лаборатории, где ученые смогут исследовать не только мраморного клопа, но и других опасных вредителей. Необходимые средства на создание данной лаборатории будут также выделены из бюджетных средств, отметил премьер-министр Беслан Барцец. Активная фаза борьбы с мраморным клопом начнется в конце мая, начале июня и будет продолжаться вплоть до сентября. Как отметил руководитель службы по защите растений Владимир Гергия, в это время главная задача экологических служб – минимизировать пестицидную нагрузку на растения. Эти работы мы распределим на весь период каждой генерации мраморного клопа. Еще раз хочу остановиться на том, что с пестицидами дефицита не ожидается, насколько я вижу тенденцию и насколько мы способны осваивать бюджетные средства. Мы будем просто мониторить ситуацию и давать информацию на местах о сроках и о необходимости той или иной группы. Со второй половины лета мы будем разрабатывать схему работы с аттрактантами. Мы их к тому времени получим по информации, которая у нас есть. И будут другие методы подхода к борьбе с клопом, которые связаны с меньшей пестицидной нагрузкой. Минимизировать пестицидную нагрузку – это такая же наша обязанность, как и бороться с клопом. Беслан Барцец поручил организовать на местах разъяснительные семинары о том, когда и как надо бороться с насекомым. Должна быть проведена рациональная работа. Ошибки прошлого года не должны повториться, подчеркнул премьер-министр. То, что мы с вами делаем, должно принести эффект. А он принесет эффект только в том случае, если мы правильно расставим все этапы борьбы, как, где и в какое время нужно с этим бороться. Мы, к сожалению, в прошлом году не совсем справились с ситуацией. Это привело к такому гиперувеличению популяции этого вида вредителя. Если мы в этом году не справимся со своими задачами, последующий год будет еще более ужасный. От того, насколько мы эффективно вот в этот период времени проведем работы, будет зависеть снятие тех ограничений, которые введены на границе. Это временная мера, и насколько времени оно продлится, зависит от работы нас всех с вами. Глава правительства Беслан Барцец отметил необходимость продолжать ежедневный мониторинг ситуации и поддерживать постоянный контакт со всеми задействованными структурами. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. На официальном сайте МВД Республики Абхазия размещен информационный модуль о готовности внутреннего паспорта гражданина Абхазии к выдаче. При оформлении гражданами документов на обмен или получение паспорта гражданина республики в паспортном подразделении регистрируется уникальный идентификационный код, по которому и можно подать запрос о состоянии готовности документа. Данный сервис введен для удобства граждан. Теперь, чтобы узнать, готов его паспорт к выдаче или нет, гражданину не обязательно приходить в паспортные отделы. Достаточно зайти на официальный сайт МВД и ввести свой идентификационный код на информационном модуле. Мобильная версия информационного модуля адаптирована ко всем типам гаджетов. Данный информационный сервис введен по указанию министра внутренних дел Республики Абхазия Гарри Аршба. Напоминаем, что для получения документов гражданин должен лично явиться в паспортное подразделение. Государственный комитет по репатриации и Союз журналистов Абхазии подписали соглашение о продлении совместного конкурса на лучшие журналистские материалы по теме репатриации и адаптации вернувшихся на историческую родину соотечественников. Также в честь 25-летнего юбилея Государственного комитета по репатриации председатель комитета Беслан Дбар вручил юбилейные медали всем, кто внес вклад в развитие и становление этой структуры. Учитывая, что год является для нас юбилейным, мы решили продолжить мероприятие, связанное с юбилеем. И сегодня мы вручали юбилейные медали Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации всем тем, кто внес свой вклад в развитие репатриации. Естественно, это те люди, которые стояли у истоков создания этого Государственного комитета.
Это наши известные общественные и политические деятели. Мы вручили медали всем тем репатриантам, которые во время войны были рядом с нами, защитили честь и независимость абхазского народа. Все ветераны войны получили эти медали. Медали получили все работники Государственного комитета, которые вносят и будут вносить свой вклад в развитие репатриации. В селе Адюбжа Чемчирского района прошли мероприятия, посвященные 150-летию русского писателя Максима Горького. Специально для участия в них в Абхазию приехала правнучка Максима Горького Екатерина Александровна Пешкова. Организаторы мероприятия – Союз журналистов Абхазии и благотворительный фонд «Хочу верить». Все подробности у Сари Исмар. Мероприятия, посвященные 150-летию русского классика Максима Горького, начались с возложения цветов к памятнику рождения человека в селе Адюбжа. Скульптура была установлена рядом с родильным домом задолго до Отечественной войны народа Абхазии. Но во время боевых действий памятник был разрушен. Восстановить его удалось только в 2014 году культурно-деловым центром «Дом Москвы» в Сухуме. Статуя женщины, которая обнимает своего ребенка, была установлена здесь не зря. Она является подтверждением правдивой истории рождения ребенка в 1892 году, которая впоследствии легла в основу рассказа Максима Горького «Рождение человека». Когда он оказался на левом берегу реки Кадор, он услышал, когда проходил, значит, стон женщины. Подошел, он помог, принял эти роды. Эта женщина была из Орловской губернии. В то время они строили здесь дороги, она была из числа рабочих. В 1968 году здесь руководство республики, района, значит, решили в честь его рассказа «Рождение человека» этой больнице присвоить это имя «Рождение человека» и заложить ему памятник. Чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 150-летию со дня рождения Максима Горького, в Абхазию приехала правнучка писателя Екатерина Пешкова. Члены семьи русского классика отмечали, что последний раз в нашей стране они были около 30 лет назад, а места, где останавливался их знаменитый предок, посещают впервые. Для них важно, что память о писателе так бережно хранится в этих краях. Если честно, не очень даже ожидала, что нас такое будет ждать здесь. Я с большим удовольствием, когда я получила приглашение, я с большим удовольствием приняла его. И самое главное, я хочу поблагодарить, вот от всего сердца поблагодарить не только организаторов, которые нас сюда пригласили, но и всех, которые помнят Алексея Максимовича, чтят. Мы все гордимся, что у нас такой предок. Но хотелось бы отдельно сказать, что мы очень благодарны абхазцам за память. Очень приятно, во-первых, быть здесь, быть свидетелями того, что ничего не забыто, и то доброе дело, которое он сделал в свое время, оно навсегда остается в памяти сельчан и в крае. Далее делегация посетила дом семьи Делба в селе Адюбжа, где писатель неоднократно гостил и даже помогал копать колодец. Гостей здесь угостили мандаринами и водой из колодца. В скором времени на месте этого дома планируется открыть культурный центр, куда смогли бы приезжать не только школьники, но и все желающие. Одну из комнат действительно задумано восстановить того периода, то есть мебель того периода, интерьеры того периода, для того, чтобы гостям этого культурного центра показать и рассказать о начале 20 века, о том, в каком состоянии, в каком виде были жилища, когда Максим Горький как раз здесь путешествовал по Кавказу. А две другие – это именно культурное пространство, то есть это современный, оснащенный технологический центр, культурный центр с мультимедийными установками. Экспозиция, посвященная Максиму Горькому, открылась сегодня и в Адюбжинской средней школе. Она подготовлена Государственным музеем имени Горького совместно с издательством «Гварц» и Нижегородским государственным художественным музеем. Экспозиция передана школе села Адюбжа. Учащиеся с волнением ждали членов семьи писателя. Они подготовили еще и концертную программу. Дети читали стихи писателя и показывали постановку по мотивам произведений Максима Горького. Сария Смыра, Стамур Гожба, Абхазское телевидение.
9 апреля в театральном зале Московского международного дома музыки состоится концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в рамках проекта «Культурные сезоны. Россия-Абхазия-2018». 10-й юбилейный проект проводится при поддержке Министерства культуры Абхазии и России. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии под руководством народного артиста Василия Царгуш представит зрителю концертную программу, в которую включены постановки в лучших хореографических традициях народов Кавказа. Но в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии сохранится малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем 15-20 тепла. Температура морской воды плюс 11. На этом я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.